Еще 20 километров по реке до следующей деревни Усть-Бердыш. Ну, удачи! Берега на пути к Бердышу становятся все более каменистыми. Но пока ничего не говорит о сюрпризе, который подготовила природа. Он будет дальше. Рядом с Бердышем проходит граница заказника Уньинский. Он имеет статус республиканского и находится под охраной. На территории заказника запрещены все виды вырубок. Заказник площадью в 33 тысячи гектаров внесен в список всемирного наследия природы под общим названием «Девственные леса Коми». Скала здесь значительно выше. По дороге к вершине встречаются загадочные сооружения – детали бывшего Лукьяновского чугуноплавильного завода. Он работал с 1898 по 1927 годы. Это было успешное и известное в России предприятие. В 1900-м завод выплавил 896 тонн чугуна. Почти столько же выдавали в то время одновременно 3 других металлургических завода Коми-края. Но дело, начатое Лукьяновым, не пошло. Одной из причин стало бездорожье, сделавшее практически невозможной доставку чугуна. В начале 20 века завод был распродан по деталям, но кое-что осталось. Эта гигантская шестеренка напоминает о размахе предприятия, которое все же проиграло битву с дикой природой. И это земляника. Весь склон земляникой. Захватывающий вид на Унью открывается уже на пути к скале. Высота скалы около 80 метров, но ее склон достаточно пологий, и чтобы взобраться по нему, не требуется больших усилий. С вершины скалы природа Троицко-Печорского района предстает во всей красе. Бескрайняя тайга уходит за горизонт, подобно океану, являет всю свою мощь и великолепие. И это уже не просто единение с природой. Кажется, это место соприкосновения с вечностью. Не случайно именно здесь установили 2-метровый крест монахи-отшельники. Если посмотреть на него, сидя на земле, кажется, что крест парит в воздухе над рекой и лесом. Крест хорошо виден и снизу, всем проплывающим по Унье. Лесные деревни Коми испокон веков привлекали староверов и отшельников. Случайным людям добраться сюда непросто, да и незачем. Поэтому старая вера здесь долго держалась и в русской, и в коми-среде. Отдаленность и труднодоступность селения по Верхней Печоре предохраняла местных старообрядцев от преследований церкви. И до сих пор природа здесь дарит верующим полное религиозное уединение. 6 лет назад в Бердыше обосновались скит-монахи, представляющие русскую православную зарубежную церковь. Отец Виталий в прошлой мирской жизни дальнобойщик. И, несмотря на добровольное отшельничество, общительный и дружелюбный. Ну ладно. Монахам вообще надо посмиренней, поменьше в камере. А вы откуда такие все? Мы молодые? Сыктывкара. Откуда? Сыктывкара. Сыктывкара? Ясно. У нас сейчас с Москвы гости тут. Заходить в скит женщинам он запрещает, но не возражает против духовных бесед на улице. Если были паломники наши, понимаете, верующие люди, конечно, тогда заходят. У нас приезжают, вот мать с сыном приезжали. Ради Бога, так она сама-то верующая, она тут поклоны била, понимаете, и сына отмолю. Вот это люди уже другой разговор, понимаете. В редких случаях монахи принимают у себя паломников. Хотя неподготовленные люди надолго в скиту не задерживаются. В крохотной избушке отшельников нет даже электричества.
Бердыше 7 жителей и 1 улица – Луговая. Бердышцы приспособились к жизни в глухой тайге и проявляют в этом немалую долю оригинальности. Например, ездят по траве на снегоходах. До конечного пункта геологического памятника природы Чемейный Плес от Бердыша еще 20 километров. Там туристов ожидают гостевые дома, баня, ночлег, рыбалка и экскурсии по пещерам. Но если завершить маршрут в Бердыше, поздно вечером можно вернуться назад, в Комсомольск на Печоре.